Салам алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 10 февраля 2025 года, 17 часов 5 минут по Берлину, 19 часов 5 минут по городу Джахару. Друзья, вас всех приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок, как удары по нефтяной отрасли могут похоронить Россию». Давайте об этом и многом другом поговорим. Всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим, так как это небезопасно для вас. Все остальные, пожалуйста, присоединяйтесь, так как наш канал постоянно подвергается атаке. Хочу напомнить, что свободное государство Соединенные Штаты Америки, где расположен основной офис, головной офис YouTube, меньше прав, меньше свобод, чем в китайском TikTok. Я буду каждый раз об этом напоминать и говорить, пока YouTube не начнет относиться хотя бы на равных, хотя бы, да, не говоря о каких-то там других привилегиях, хотя бы на равных. Китайский TikTok намного свободнее для моей деятельности, которую я веду, чем американский YouTube. Так, это так, информация для сведения. Итак, я бы хотел рассказать вам о потерях российских оккупантов в Украине. Ну или же в Курской области в том числе. Сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1170 бандитов, 9 танков уничтожено, 16 боевых бронированных машин уничтожено, 35 артиллерийских систем, 3 РС антиаэркрафта, 137 БПЛА сбито, 109 автомобильной техники и цистерн и 1 спецтехника. Я полагаю, что Генеральный штаб Збройных сил Украины выкладывает неполную информацию, потому что эту информацию, которую сейчас я зачитал, об убитых, о танках, о уничтоженных БТРах и так далее, здесь обязательно должен быть еще один отдел по гужевому транспорту. Ослы и лошади. Вот пока вот их мы не видим. Я надеюсь, эту ошибку Генеральный штаб исправит у себя. Ну вот, еще раз всех приветствую. Алейкум ассалам, Питер Воль, человек, добро с кулаками, витаю вас. Алейкум салам, человек, Бог. Человек, ты и тут, и там. Алейкум ассалам, Честер Машуоль. Вот такие вот дела, друзья. Гужевого транспорта пока не хватает. Но мы надеемся, что обязательно Генеральный штаб Украины исправит этот недочет. Итак, сегодня снова наносятся удары по нефтеперерабатывающим заводам. В частности, в Краснодарском крае, по-моему, в Ростовской области. Тут уже не сосчитать просто куда, где, зачем. Постоянно такое впечатление, что украинское командование бьет в разные части России для того, чтобы мы могли услышать русский мат с разным акцентом и с разным говором. Уничтожаются полностью нефтеперерабатывающие заводы. Как мы знаем, обещание Трампа предвыборное, что он будет продавать американскую нефть и цены на нефть упадут. Это все, видимо, делается вместе, комплексно, и подход комплексный. И, по всей видимости, сейчас Саудовская Аравия будет снижать или же продавать больше нефти, соответственно, если предложение будет превышать спрос, цены на нефть будут падать, удары по нефтеперерабатывающим заводам. И, как мы знаем, сегодня страны Балтии и
не помню какая еще страна, которые совместно выработали или выработают уже сегодня документ, закон примут, по которому все теневые корабли, так называемый теневой флот России, то есть контрабандный или пиратский флот, при помощи которого они перевозят до сих пор нефть, будут задерживаться, будут арестовываться. И никакого больше теневого флота у русских не будет. Это коллапс, друзья, это полный коллапс, полнейший. Как сделать так, чтобы не видеть твою рожу? Ну, есть два способа. Два гвоздя в глаза, либо просто переключить на другой канал. Выбирай. Выбирай. Можешь два гвоздика себе в глаз воткнуть, чтобы меня не видеть вообще никогда. Но тогда придется слышать голос, тогда придется еще два гвоздя в уши воткнуть, чтобы оглохнуть и не слышать мой голос. Теракт Крокус похож на Норд-Ост. Не совсем добро с кулаками, не совсем. Не совсем. Ну, вообще даже не похож, мне кажется. Мне кажется. Так, Украина это волчья яма для ФСБшников и Путлера. Да, Украина столько лет, столько веков, да, сопротивлялась, сохраняя свою идентичность, боролась за свою свободу. И были ужасные страницы истории Украины, ну просто очень трагические страницы. И один только Голодомор чего стоит, который унес по некоторым оценкам до 2 миллионов человек. И сейчас наступает время сатисфакции, восстановления не просто чести и достоинства украинцев, но и месть за все. Месть, восстановление справедливости. И, наконец-то, украинцы на равных бьют, побеждают русских оккупантов, орков, имперцев, которые пришли снова на их землю. И это исторический момент, который мы переживаем. И я полагаю, что этот исторический момент, он не только для Украины, он для нас всех, для Ичкерии, для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты сейчас задали такой заряд, Трамп задал такой темп, ритм, что в итоге мы увидим восхождение, как правильно говорит Трамп, вновь великая Америка будет снова мощная и сильная. Но у этого, конечно, есть интересное продолжение. Будем наблюдать. Так, на Трампа наложили голос, что, мол, он говорил с Путиным. Я не знаю, насколько это фейк или насколько это настоящая запись была, где он говорит, что Путин ему сказал, что интересы России на первом месте. И тогда Трамп ему сказал, если ты будешь так себя вести и не заключать честную сделку, то мы можем сделать так, что в Конституции Украины может оказаться часть России. Я полагаю, часть России в Украине окажется. Вот эти слова, они, если это не фейк, скорее всего, Курская область, а возможно Белгородская область и Брянская область могут войти в состав Украины. Но будем наблюдать, Так, кстати, слушал Борового, он в принципе прав насчет того, что ФСБшники устроили 11 сентября вместе с Бен Ладеном. А самое главное, добро с кулаками, там он говорит не про ФСБшников, он говорит про ГРУ, что к нему обратилась ГРУ. Я так полагаю, свое родное учреждение он там не упоминает. Но это о многом говорит. Я уже давно говорю, что ФСБшники сдают военных, российских военных. И российские военные, я полагаю, это уже понимают.
И дело в том, что вы, если обратили внимание, что есть один там русский генерал, который рассказывал, ну, постоянно его нам показывают, который возглавляет там спецназ Ахмат там и так далее, и он рассказывал, что на него все обращают внимание, и американцы, и украинцы, и все западные, английские, и другие эксперты, журналисты и так далее, а вот родное ведомство почему-то не обращает на него внимания. Дело в том, что Ахмат, так называемая спецназ Ахмат, это банда ФСБ. И Абдел-Аудинов является представителем, хоть и военным, но он является представителем ФСБ. Поэтому, полагаю, военные не обращают внимания на Абдел-Аудинова, так как между ФСБ и военным ведомством России, видимо, очень жесткие терки идут. И это неудивительно. Генералов сажают, на фронт воевать приходится военным, их убивают, взрывают. Ну и вы помните, как Дуров прилетел во Францию после того, как в Баку побывал в месте, где был Путин, когда летал Путин туда. И после этого он приехал и сдался. Путин сдает все и всех. Своих военных он сдает. ФСБ сдает своих военных. ФСБшники, по информации, которую я слышу, доходят до нас, массово просто переходят на сторону Запада, Англии. В Англии их говорят генералы ФСБ, там в большом количестве уже собрались генералы, полковники, там массово просто все в очереди стоят. Ну и сейчас потихонечку и военные начали понимать, что они останутся крайними. Ну, они и так останутся крайними. Главное, чтобы ФСБ не вышло из-под этого удара. Ну, по всей видимости, именно это и есть требование Путина. Он готов сдать своих военных. Главное, не сдавать атомное оружие и избежать суда над учреждением ФСБ. Посмотрим. Посмотрим. Давайте почитаем ваши комментарии. Так. Но я имею в виду, что Крокус это концерт, а Норд-Ост спектакль был. А Крокус больше подходит под Рязанский Сах-24, тем более ФСБшники в синих свитерах спалились. Да, добро с кулаками. Я считаю, что теракт, совершенный в Крокус-Сити-Холл, был совершен стопроцентно ФСБшниками, и вот эти задержанные таджики-узбеки играли там абсолютно, это были такие инструментами, играли либо вообще никакую роль не играли, а просто козлы отпущения, либо играли такую декоративную роль прикрытия, именно для того, чтобы их потом можно было сдать. Об этом, если вы помните, о подготовке теракта говорили американские спецслужбы. И тогда немножко отложили этот теракт. Тогда был убит гражданин Казахстана, по-моему, 1 или даже 2 человека. И на некоторое время отложили. Но потом все равно провели. И вот увидели то, что мы увидели. Поэтому в любом случае вот эти теракты в основном проводились российскими спецслужбами. Не только взрывы домов, ну, например, в Норд-Осте были чеченцы. Чеченцы были. Там были люди, которые сидели в тюрьмах. Они из разных мест собрались в этом зале, в мюзикле, в этом зале Норд-Оста. И на Дубровке, да, по-моему, расположен этот зал. И нужно... И вот там девушки, которые находились, они тоже задержанные были российским оккупантами на территории Чечни, где-то в России. Это были чьи-то жены, чьи-то сестры, чьи-то дочери. Вот, их называют, как они называют, черные вдовы, что ли, как-то них там называли. Придумывали там белые колготки, черные вдовы, там, ну, как какому-нибудь там алкоголику, пропагандисту в голову что взбредет, вот то они там и лепили. И они были заманены в этот
Норд-Ост. Знаете, там еще в Норд-Осте была очень интересная такая ситуация. Там, по всей видимости, находился какой-то иностранец, возможно, американец или британец, которого нужно было ликвидировать, уничтожить России. И вот этот Норд-Ост был подготовлен под это, чтобы там убить этого человека. Понимаете? И Басаев дал приказ Бараеву, который там находился, который должен был отпустить всех иностранцев, всех не россиян. И Басаев ему сказал, чтобы звонили они в свое посольство и не просто их отпускать, а подъезжает машина из посольства, и заложник должен был сесть в машину, чтобы его не убили российские спецслужбы. Об этом тогда мало говорилось, но вот такой момент там тоже присутствует, что, ну, как обычно, они, когда проводят какую-то операцию, она преследует не одну цель, а иногда 2, 3, 4, ну, по-разному. Поэтому в основном все эти террористические акты проводились российскими спецслужбами. Так или иначе, за редким исключением, из всех терактов, на мой взгляд, максимум, ну, терактов, диверсионных актов, максимум 5%. Это я так завышенно еще говорю, совершали вот эти диверсии, совершали наши люди. В основном это делалось российскими спецслужбами. И тот же Беслан, мы знаем, что это делали российские спецслужбы. И в самый последний момент Басаев просто переиграл российские спецслужбы и сделал немножко по-другому, чем планировали русские спецслужбы. Так, все теракты проводились, в основном 95%, я думаю, проводились российскими спецслужбами. Так, 11 сентября уже Россия виновата. Да, Руслан, не уже, а давно виновата. Просто вы не хотите это видеть и слышать. Шалом, привет, медведь, шалом. Зимняя вишня была в 2018 году в марте, ровно после выборов, так же, как и крокус. Эти сволочи, сатанисты, власть свою делают на крови. Да, зимняя вишня тоже была очень странная. И потом какая-то лошадь, по-моему, тоже была такого же плана. Всем вітання, Ичкерия будет вільна, слава Украине. Героям слава. Витаю вас, Ярослав. Я помню видео, где Путлер стоял на месте взорванного дома в Москве. Журналист его спросил, как вы думаете, цель оправдывает средства? И тут он аж взглотнул, чуть не спалился. Да. И вообще был мощный, да, вопрос мощный был. И ответ, и рожа, вот камера вот так подведена прямо к роже. И такой стоит, как этот прищ, и рассказывает, что вы имеете в виду. Вот это и имеем в виду. Убивать своих русских. Как тебе, Путин? Ну, русским нравится, судя по комментариям, русским нравится. Да и судя то, что 25 лет сидят, молчат. Таджики были нужны для того, чтобы перевести машину, а так они даже не знали про теракт. А боевики, скорее всего, из ИГИЛа, которые создали КГБ, там есть смотреть по видео, видно же, что стреляют другие. Да, там много было таких сомнительных моментов, да, совершенно верно. Я с вами полностью согласен. Откуда у вас такие предположения по поводу военных и ФСБ? Ну, вы, Warrior Light, следите за моим каналом, и вы узнаете. А так, все вам тут не расскажешь. Вы знаете уже, сколько здесь ведем бесед, и сколько уже у нас собрано материала по этому поводу. Поэтому есть все основания так полагать. Абсолютно все. Зичу міцного, непохитного козацького здоров'я, Ічкерія. Дуже дякую, Сергій Починок. Дуже дякую, взаимно.
Так. Ян Моназон, мне кажется, вы и есть Липшиц Игорь Владимирович, потому что вы его постоянно рекламируете. Сайенс беседовал с нашим экономистом, положение в России хреновое. Это не то слово, Ян. Вот сейчас смотрю-ка, читаю Александра Сотника, который, ну, очень хорошо все всегда делает, и человек независим, и у него есть своя позиция. Он нас, тех, кто поддерживает Трампа, поддерживал Трампа. Очень нелицеприятно о нас отзывается. Ну, Саше можно, Саше можно. Саша очень большую работу делает. Но я считаю, что он немножко спешит с выводами, потому что Трамп, он там пишет, что Трамп агент КГБ там, и так далее. Я, я, конечно, в это никак не могу поверить. И то, что сейчас делает Трамп, на мой взгляд, это риторика. Это одно, то, что он говорит, а реально то, что происходит, это совсем другое. Россия, Путин поставлены на колени. Не когда-то поставят, встанут на колени. Уже Путин стоит на коленях. Умоляет, умоляет. Ну, надеется, что есть выход, есть возможность как-то все это исправить. Ну, будем наблюдать, будем посмотреть, как говорится. Все отлично. Россия. Помните, как в бой идут одни старики, когда самолет подбили, ему говорят, ну что там, как там, все нормально, падаем. Вот точно так же, все нормально, у России падает, все отлично. Так, Витания с Киева, витаю вас, Диман, витаю, дорогой. Путин улыбался, когда его спросили, а что случилось с Курском? Он ответил, она утонула с ухмылкой. Но в этот момент он не был виноват. Понимаете? Поэтому он ухмылялся. А когда про взрывы домов, он уже тогда чуть-чуть перепугался. Так, давайте дальше. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ельцин был тоже в курсе, что взрывали ФСБшники. Конечно, это же при Ельцине было. Конечно, Ельцин был в курсе. Ельцин, знаете, большая ошибка считать, что там Ельцин что-то решал. Да, он президент был, но полностью управлялся своей семьей. В семье его дочь была замужем за одним ФСБшником. Ну, все вокруг было ФСБ. Я просто по чеченской теме, я видел, как все это происходило. На переговорах, как происходило, как они себя вели, кто присутствовал на переговорах, кто начинал против нас войну, те и вели переговоры рядом с Ельциным. И все это были ФСБшники. Вперед выдвигались министр внутренних дел, Ерин, потом кто там еще, кто-то там министр внутренних дел, министр обороны Грачев выдвигался. Как будто это подставные лица были. На самом деле Джохар Дудаев о Грачеве, Павле Грачеве отзывался намного лучше, чем потом вся пресса, российская пресса писала о Грачеве. Дело в том, что Грачев, по-моему, был единственный, кто не хотел войны, но он представлялся российской пропагандой, что вот он там ястреб, что вот там одним десантным полком мы там сотрем, а он просто исполнитель был. Ему сказали, давай будешь министром, ну должен исполнять. Вот он исполнял. А так все, конечно, делало ФСБ. И знаете, мне кажется, что из Питера, когда подтягивался Путин и так далее, Путин был предложен Западу, ну кто такой был КГБшник, ну кому в голову могло прийти на пост президента так называемой Российской Федерации назначить КГБшника. Кому это? Только КГБшникам могло это прийти в голову. И все остальные должны были иметь, я не знаю, аллергию, я не знаю, отвращение на то, что КГБшники будут у власти. Но они все остались у власти, практически некоторые под корягу.
на время заползли. И потом из Санкт-Петербурга Путин, который был напрочь коррумпирован, который имел контакты здесь на Западе, в Германии в частности, был предложен Западу, и Британия и Соединенные Штаты Америки согласились на то, чтобы Путин стал президентом Российской Федерации. И Патрушев, я считаю, что и тогда, и сейчас, на мой взгляд, не один Патрушев, а вся коллегия ФСБ направляет, определяет курс России, куда двигаться, как двигаться. А Путин, ну, как бы, да, у него самая сильная банда, но она всего лишь одна из банд, которые есть в России, так называемые кланы. На самом деле, это обычные банды ФСБшные. И, ну, фактически Запад согласился, США и Британия. Помните, как только назначили Путина президентом, не избрали, назначили его президентом. И уже взрывы домов произошли. И в Санкт-Петербург на какой-то концерт, оперный концерт, по-моему, это был, прилетает Тони Блэр. По-моему, это был Тони Блэр. Все знают про взрывы домов. Кто взрывал, все знают. Тони Блэр прилетает, они вместе сидят в фойе, там, в лоджии где-то, смотрят этот концерт, выходят, дают интервью, заходят, общаются там со своей женой Путин. По-моему, да, с ним. Это было посвящение его. Все прекрасно знали, взрывы домов кто совершил. Американцы знали, я в этом убежден. Дело в том, что я тут брал интервью у Дэвида Саттера. Вы знаете, наверное, этого журналиста американского, который тоже занимается Россией, очень неплохо разбирается в России. И Дэвид Саттер рассказал о том, что он делал запрос, вот я не помню, в ФБР или в Госдепартамент, и попросил рассказать, что произошло в 1999 году вот с этой серией взрывов домов. И ему американцы сказали, что мы не имеем права разглашать, и дали такой ответ, что это типа засекречено. Значит, они знают, если бы они не знали бы, они бы какую-то информацию предоставили. Вот какая вот интересная вещь складывается. Вот если они знали, зачем они продолжали с ним вместе держаться, зачем они... Знаете, я смотрел один сериал американский, и там не сами взрывы были домов, а якобы есть Путин, и есть глубинное государство, так называемое, это ФСБ, там военные, ГРУ, их. И что якобы Путин не в курсе, но ему приходится лавировать, чтобы остаться у власти, и вот он берет на себя ответственность. Там какие-то военные преступления совершают в этом сериале. И Путину как бы он виноват в этом, президент как бы, ну там не Путин сам идет, но речь о России идет. И как бы актер играет там с другой фамилией, по-моему, там президент исполняет у них роль президента. И такое впечатление складывается, что из этого фильма, что как бы президент, он как бы не в курсе, что там геноцид в Ичкерии, там народ целый уничтожается. Но для того, чтобы показать единство, что нет разброда и шатания, что он там во главе там, и так далее, приходится как бы делать вид, что да, все в порядке, мы тут, как будто он в курсе. И вот таким вот образом складывалось впечатление, как будто Путина пытаются выгородить, что вот он как бы ни при чем, а вот виноваты там кто-то где-то. Посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим, какое-то же решение должно этому быть, правильно? Как это все произойдет? Будут судить ФСБ? Вот интересно. Будут судить Патрушева, будут судить Путина. Это очень важные моменты, и мы тогда увидим в конце, что из этого выйдет. Вероятно, это может затянуться, просто затянуться. Вероятно, может произойти переворот в России. Военные, если очень сильно недовольны,
что с ними творят, а их фактически утилизируют всех. Вся российская армия идет просто под нож. С одной стороны, это очень хорошо. С другой стороны, если не идет ФСБ под суд, то этого недостаточно. Понимаете? Потому что голова – это ФСБ. А военные – это всего лишь исполнители, как тот же Кадыров, там другие, третьи, Росгвардия. У них много. Это вооруженные силы ФСБ. Вооруженные силы КГБ СССР. Вот они кто. Посмотрим. Будем наблюдать. Скоро в этом году выйдет фильм про Путина, там все будет показано. И Рязанский сахар, и Нордост, и Беслан. Ну вот интересно, чей это фильм и о чем они там расскажут. Опять будут говорить про нас террористы, сепаратисты, какие-то там тисты, еще кто-то. Ну, странно, конечно, вот это все наблюдать. Вот у меня есть один человек, я занимаюсь его делом. Он не один у меня, но вот один, с кем мы общались. Он воевал против России, и его забросили в Интерпол. И причем забросили его вообще по выдуманному делу. Он так как боец принимал участие, нигде в России никаких акций не совершал, на своей земле против русских оккупантов какие-то действия, вероятно, предпринимал он. Но его закинули, что он где-то там что-то хотел сделать там и так далее. Подробности не буду вам приводить. Но мы пишем, общаемся с Интерполом, переписываемся. И такой вопрос возник. Почему ты считаешься террористом, такие как ты, преследуют, России отдают, а украинские военные приезжают, лечатся, помогают им, восстанавливают их, обучают их, ну и все привилегии. Почему так? Вот в чем разница? В чем? Нет объяснения. Просто тогда нужно так было делать, а сейчас нужно делать по-другому. Вот и все. Весь закон, все международное право, вся справедливость, вот в этом во всем кроется. К большому сожалению. Фильм про Зелю выйдет, говорит. Ну, знаете, наверное, как я, Зеленского, наверное, никто не ругал. Ну, из наших, кто на нашей стороне. Я имею в виду не украинцев, которые его очень сильно некоторые ругают, ну и не россияне, которые против России, но которые за нас, ну, ругал я Зеленского, очень жестко я его критиковал по чеченской теме. Но я вам скажу, коней на переправе не меняют. Как бы что ни было, и коррупция, все это бич, это ни один Зеленский там, или кто-то там вокруг него первый раз столкнулся с коррупцией и так далее. В Украине тотальная просто советская, так сказать, коррупция еще осталась. Всем нужно будет разбираться, да, обязательно, обязательно. Главное вычистить предателей. А так Зеленский на своем месте, и пока я думаю, что ни выборы, ничего делать по этому поводу просто нельзя, опасно. Говорят там американцы, кто-то там сказал, что нужно выборы провести и так далее. Я надеюсь, что это просто это какая-то игра, заигрывание, но я категорически против того, чтобы сейчас были какие-то выборы. Еще раз, как я Зеленского, вот, из чеченского общества, скажем так, никто его так не ругал. Но сейчас нельзя просто. Я думаю не о Зеленском, а думаю в целом об Украине. Поэтому категорически нельзя. Так. Ленин был началом кровавой ГБшной своры, а Путлер будет конец ФСБшникам. Дай бог добро с кулаками, дай бог. Все забывают про Бортникова, ведь он директор ФСБ, самый подлый режим это будет. Да, конечно, не, Бортникова никто не забывает. Это главная такая фигура ФСБ, одна из главных фигур, но он исполнитель. Он исполнитель. Конечно, это матерый преступник, террорист, фашист, без проблем, без сомнения, но не самое главное лицо.
Скабрезный, престарелый торгаш надеется порешить с молью, потому что такой же Растли вообще стал рисовать. Патрушев вылитый Фредди Крюгер. Да, очень похож. Скажи. Так, Путин хуже Сталина и Гитлера, спрашивает. А, ну, что значит хуже? Может быть, столько он пока людей не убил, и у него такой возможности нет. Но нужно признать, что более подлого, лживого и коварного человека, ну просто на земле, наверное, я думал, таких людей не бывает просто. А нет, бывают, оказывается. Путина первым надо судить. Абсолютно согласен. Путина и Патрушева. А сам будет нечто среднее между 17 и 91 годом, когда пока не знаю. 2025 год, это вопрос, да? Ян, я думаю, очень похоже на ситуацию 17 года, которая складывается. Очень похоже на ситуацию 17 года. И должен появиться какой-то Керенский, я так полагаю, временное правительство. Я знаете, что думаю? Есть основания думать, если эти военные поймут, что вот полностью их сливают и все, теперь вот открыто им скажут, что все, вы крайние, вы отвечаете. В этот момент они восстанут. Я полагаю, у них есть планы и просто нет возможности. И именно то, что сделал Пригожин, это был этот момент. Они выявили противников Путина, всех противников. Пригожина, я тогда говорил, возможно, его убили, потому что нафиг никому не нужен был. А возможно, его не убили. Убили того, кто там находился, вот этого Вагнер, да, как его фамилия была, который возглавлял, лысый этот, и других там. Вот. Они проявили себя, что они готовы против Путина, против ФСБ восстать. И вот таким вот образом вот эта волна была сбита. Возможно, Пригожин где-то сейчас отдыхает. Ну, возможно, просто грохнули заодно. Итак, я полагаю, что перед тем, как Россия рухнет, может быть военный переворот, когда к власти придет военная хунта. Возможно. Hello, Аслан. Hello, Спарта. Вы не хотите открыть дискуссию, брат? Да, пожалуйста, чуть попозже. Валейк салам, абарик, машволь. Чуть-чуть попозже я готов. Путин в то же время еще у Собчака на побегушках был. Ну, смотри, человек, вот говорят, там сумку таскал, там на побегушках был и так далее. Собчак был агентом ФСБ. Агент это ноль, он никто. Да, он среди нас, простых людей, он там связи имеет, возможности, там может кого-то там посадить, еще что-то. Но среди элиты, среди нового дворянства, ФСБшных офицеров, действующих сотрудников, они ноль. Это просто фигня из-под ногтей, извиняюсь. И Собчак был фигней из-под ногтей. Он был, ну они не говорят, вот, например, вот вы видели, Савастьянов и Киселев общаются. Вот Киселев классический фигня из-под ногтей. А Севастьянов генерал ФСБ. Ну, как вежливо разговаривает Савастьянов с Киселевым. Но это не значит, что они на равных позициях. Поэтому Собчак, Путин был крышей. Путин был крышей Собчака. Контролировал финансовые потоки и так далее. Поэтому я считаю, что он не был на побегушках. Он не был. Он был представлен, наверное, Патрушевым, потому что его начальником все время был Патрушев, еще по Ленинградскому КГБ. Как-то так. Так, давайте дальше. Будут судить. Военные преступления не имеют сроков давности. И Путин, и иже с ним. Да, будем надеяться, Мэри Эдвард. Абсолютно. Без срока давности. Совершенно верно. Уткин, да, Ян Маназон. Спасибо, Уткин.
Дику, Мансур. Хаму. Так. Ленин был началом крови. Так, это я уже читал. Украинская армия. Так, это обман. То, что ты тут пишешь. Ассаламу алейкум. Зеленский молодец. В последнее время стал про чеченцев говорить в своем интервью. Ва алейкум ассалам. Сурвивал. Да. Ну, смотрите, если какие-то... Я правозащитник, и я реагирую на такие вещи, когда Зеленский, его окружение, когда Зеленский говорит, что у него там есть Татаров, который убивал чеченов, и он его поэтому не снимает с должности, хотя есть коррупция. Меня это просто взбесило тогда. Но нужно признать, Зеленский, там кто-то по отдельности личности, это отдельные личности всего лишь. Речь идет в целом об Украине. Украина наша братская, союзная, дружественная нам страна. Она признала нашу страну оккупированной, и что над нами совершен геноцид. Это сделала Верховная Рада. Поэтому какой бы Зеленский не был, хороший, плохой, это украинцы разберутся. Да, мы можем кого-то похвалить, там, кого-то там кинуть камень, но это сугубо их личное дело, внутреннее дело. Мы можем сказать что-то. Но я считаю, что Украина сделала очень большой шаг в этом направлении. Она не только, это единственная страна, которая признала геноцид, совершенный над нашим народом, она отправила эти все документы в ООН, чтобы дальнейшее это, другие страны также последовали ее примеру. Две страны, ну и третья страна, Афганистан и турецкий Кипр, четвертая страна. Турция стала фактически четвертой страной, которая признала. Ну и стран ООН, это третья страна после Афганистана и Грузии. Грузия была первая, потом Афганистан. Афганистан такая медвежья услуга, на мой взгляд, была именно когда начиналась Вторая русско-чеченская война, и нас нужно было переключить с национально-освободительного движения там, на религиозные рельсы, чтобы объединить нас с международным терроризмом и так далее. Вот тогда Афганистан начал в этом направлении действовать, а Грузия нас признала в 1992 году. То есть 12 марта мы приняли Конституцию, и 13 марта Звиат Гамсахурдия признал Чеченскую республику Ичкерия. Украина это сделала уже сегодня. Украина, когда воюет, когда весь мир за ней наблюдает, слушает ее, это колоссально. Снимаю шляпу, украинцы. Верен вам, как Ичкерии и чеченскому народу. До конца своей жизни. Если мы друг с другом потом в будущем воевать не будем. А этого, наверное, никогда не произойдет, дай бог. Так, давайте дальше. Доброго вечера, мы с Украины. Доброго вечера, Дмитро, вітаю вас. РДК и Легион Свободы России накапливают силы тоже и знают, что им нужно зачищать всех ФСБшек, и не только Путина и Патрушева. Ну, я, если честно, не очень эти РДК, Легион России какие-то... Что-то я не вижу ни их подвигов, ни их количества. И знаете, у русских, я имею в виду россиян, не украинских русских, а не других, не немецких русских, которые здесь живут, не наших чеченских русских, которые у нас живут, а вот российские русские, которые все это время пребывали в пропаганде. Это какая-то патологическая ненависть к чеченцам. Патологическая. Вот, я не знаю, с чем это связано. У них считается фактически предательством быть за Америку, чеченцев и евреев. Вот я заметил. Не знаю, посмотрим. Будем надеяться. Я им обращался, но почему-то они нос воротят, видимо.
не готовы, боятся отвечать на мои вопросы, не пришли ко мне на интервью ни РДКшники, ни Легион Свобода России и так далее. Вітаю автора, всех добрых людей. Вітаю, Дмитро, вітаю. Слава захисникам Батьківщини. Амінь, амінь, героям слава. Ичкерия будет сон. Дай Бог. Дай Бог. Так, я смотрю, вы тут настрочили комментарии. В данное время вы какую должность занимаете? Но если в Германии я являюсь председателем правозащитной ассоциации Human Rights Center Ичкерия, председателем. А в России я являюсь королем России, царем. Можете просто царь меня называть. Так. Император. Можно это? Император. Ну, как русским нравится, пусть так и называют. Россиянам, не всем. Не просто русским, россиянам. Всем, кто еще относится к россиянам. Я ваш царь. Вот можете послушать Атома и называть меня императором тоже. Не обижусь нисколько. Курская Народная Республика. Да. Трамп сказал, что говорил с голосом похожим на Путина, но он не уверен, что это был Путин. Смотрите на рожу Патрушева, он же людей ненавидит, мизантроп. Да, абсолютно, это просто людоед самый настоящий Патрушев. Фредди Крюгер, я уверен, что американцы сняли фильм именно про него. Закаев вас назначил на эту должность. Нет, это я Закаева назначил на его должность. Ну, в театральной труппе он возглавляет. Главный артист Ахмед Закаев. А я просто царь России. Все. Мне нужны крепостные, дай мне пару сотен. А там крепостное право уже отменено. Все. Нету больше. Есть какой-то звук. Что ты имеешь в виду, Ребел? Что значит какой-то звук? Проблема в том, что большинство чеченцев забыли, говорит Ник Бойчук. Ник, вы такое спишете, вы просто нас не знаете. Знаете, когда весь мир вас предал, вот я вчера, по-моему, смотрел, Гончаренко, украинский депутат, выступает где-то там на каком-то собрании, где там, видимо, чеченцы, и он говорит, вот нам весь мир помогает, вот и нам тяжело, мы уже 3 года, 3 года уже воюем, говорит, и на весь мир нам помогает, и нам все равно тяжело. Он говорит, как вы могли противостоять, уму не приложу, говорит. Знаете, нас предали все, и это морально очень сильно ударило по нам. После гибели Джохара, дезориентация, раздробление на разные группы религиозные, там просто нас начали растаскивать. А мы этого не понимали, мы этой всей системы. Это сейчас мы можем вам рассказывать что-то. Вот если у вас там где-то там, например, украинский один военный говорит о том, что Ермак является агентом российских спецслужб, я бы, например, раньше в это не поверил бы. Ну как рядом с президентом, это вообще в моей голове это никак не совмещалось бы. А теперь я знаю, что министр культуры Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев с тех пор работал на Русню. Все делалось в угоду Руси. Причем он был с черной повязкой, вот нас самый первый, кто нас радикализировал, ну, представлял нас исламскими там борцами за ислам там и так далее, и так далее.
Хотя мы сами не знали до конца ни ислам, ни религию, чтобы за него бороться. Но Ахмед Закаев с повязкой пошел в Кремль с этой же черной повязкой с надписью. И потом Ельцин говорил, у них черные повязки, там, помните? И сейчас это уже как бы, ну, понимаешь, что такое бывает. Что такое бывает. Поэтому, если кто-то считает, что мы что-то забыли, вы очень сильно ошибаетесь. Мы дезориентированы. Мы не знаем, кто есть кто. Мы любим друг друга, мы уважаем друг друга, но мы не доверяем друг другу. Дело в том, что столько измены и предательства вокруг нас, такой вероломной, такой хитросплетенной такой системы, которая для нас, для чеченцев, молодых, необразованных, ну, невозможно в это поверить. Понимаете, я вот сейчас все это узнаю, раскапываю и очень как бы потрясен. Но я уже по-другому смотрю. Я уже не такими наивными глазами такого открытого чеченца. Нет, я уже всех подвергаю сомнению, я уже всех пропускаю через детектор, так сказать. Поэтому мы вынуждены были замолчать. Понимаете? Вот я всего лишь говорю, да, свобода слова, и в России, в Конституции она записана, и в мире она во все достижения человечества, свобода слова. Так вот, на меня оказывают страшное давление, на родственников моих бывших, там, на меня, там, вот всячески, вот так подлазию, там. И вот эти все моменты, которые происходят с нами, они вынудили нас. И я даже сейчас, обращаясь к чеченцам, говорю им, говорите, Ахмад Силас, говорите, Ахмад Силас, чтобы сохраниться, вы должны выжить. Что бы я про вас ни говорил, все, кто душой и сердцем остались с нами, делайте все, чтобы сохраниться, потому что в любой момент русские нас могут снова уничтожить. К большому счастью, они не могут нас уничтожить всех, потому что большая часть, треть, может, нашего народа, находится за пределами юрисдикции фашистской России. И поэтому они просто физически не могут нас всех уничтожить. Но тот процент, который дома у нас остался, они могут в любой момент быть подвергнуты репрессиям. Снова геноциду, высылки под видом высылки, геноциду, болезни, онкология там, и все что угодно. Это все происходит до сих пор, после вот активной фазы боевых действий у нас тотально все заболели раком, онкологией. Ну не может так быть, не бывает так. Потом раз пропало. Просто на спад пошла онкология. Люди погибли, огромное количество умерло, молодых, взрослых и так далее. И потом опять начинается. И нас уничтожают. И поэтому нам нужно выжить. Это не значит, что мы забыли что-то. Ни в коем случае. У чеченцев есть такая позиция такая, если мы много лет, как и украинцы, находимся в оккупации и боремся за свои выживание, за свою идентичность, мы, когда не можем ничего предпринять, просто откладываем это в сторону. Но никогда этого не забываем. Никогда. Чеченец, который у нас есть пословица, если ты не знаешь, не оценил добро, которое тебе сделали, я приблизительно переведу, потому что если дословно перевести, может по смыслу не понять, вы можете не понять. Если ты не понимаешь добро, которое тебе оказали, совершили в отношении тебя, то ты и зло не поймешь, которое совершили в отношении тебя. Поэтому что это имеется в виду? Что зло нужно обязательно понять, кто его тебе совершил, чтобы наказать впредь, чтобы никому в голову не пришло снова повторять в отношении вас, вашей семьи это зло. Поэтому мы ничего не забыли. Мы загнаны в клетку с бешеным, с пеной у рта, с клыками, с когтями медведю, в клетку к медведю, и
снаружи закрыли. Вы часть России. На каком основании? На каком? Скажите, где, в какой момент мы стали частью России? Докажите мне, покажите. Нету этого. Советский Союз распался, 20 автономных республик и 15 советских республик были уравнены еще с Советским Союзом в правах. Стало 35 республик, автономные, союзные. Такого деления ни в одном нормальном цивилизованном государстве быть не могло по определению. И исправляя эту ошибку, в 90-м году были приняты законы Верховным Советом СССР, уравнивающие в правах автономные и союзные республики. И нас стало 35 республик. И мы в 90-м году, еще Советский Союз существует, создаем свое государство, избираем себе лидера ОКЧН, Общенационального конгресса чеченского народа, Джохара Дудаева, советского генерала. Советский Союз еще есть у нас Докка Гапурович Завгаев, советский ставленник. Он тоже поддерживает это направление. Но потом он переходит на сторону ГКЧП за сохранение Советского Союза. А Джохар и его соратники против сохранения Советского Союза. И вот так вот Советский Союз распался. И Завгаев был изгнан. Потом выборы и все и так далее. России еще не существует. Российской Федерации не существует. Российской Конституции, которая была принята в 1993 году в декабре, не существует. Понимаете? Мы принимаем Конституцию в 1992 году. Мы объявляем о своей свободе, суверенитете, свободе, независимости в 1991 году. Избираем президента, парламент под наблюдением международных, при участии международных наблюдателей. И создаем свое государство. Россия принимает свою конституцию через 1,5 года после нашей конституции. 92 марта 12 мы принимаем, а русские только в декабре 93 принимают. Куда незаконно вписывают нашу страну. Не спросив нас, мы отказываемся от приватизации, от раздела вот этой советской собственности. Мы все оставляем русским. Вот этот маленький клочочек земли нам оставьте наш. Наш, не ваш, наш клочочек. И все, мы денег с вас не просим, ничего не просим. Просто оставьте нас в покое. А нет, нас не оставляют в покое. Нас в покое не оставляют и начинают кровавую войну. Поэтому как-то так. Как-то так. Асан, что ты говоришь? Это же сделали потомки лесных братьев в странах Балтии, и ты в этом прав. Он сам себе противоречит. Запад его предал, но он Запада агентирует за Запад. Дело в том, что Запад – это целая цивилизация. И если отдельные какие-то политические деятели посчитали в этот момент выгоднее для их страны, для национальных интересов их страны действовать так в то время, то это не значит, что мы должны назло кондуктору отморозить уши или пойти пешком, или не одеть шапку назло маме и так далее. Мы, чеченцы, европеоиды, кавказиоиды. И мы географически находимся в Европе. Это наша земля, это наша культура. И у нас очень много схожего с европейцами, не только внешний вид. Я хочу лучшего для своей страны. Да, это правда, что я говорю. Нас предал Запад. Нас предал. Не то, что там мы там обманулись и так далее. Нас обманули. И поэтому я это говорю не только, чтобы их упрекнуть в этом очередной раз. И не только для того, чтобы наша молодежь это помнила. Это нельзя забывать ни в коем случае. Но я также хочу предупредить и украинцев, говоря это, чтобы знали, и Западу напомнить,
чтобы так не поступили с украинцами. Что есть вот чеченцы, которые, смотрите, что говорят. Но это не значит, что мы не должны идти в сторону цивилизации, в сторону технологий, развития и благоденствия для нашего народа. Ведь цель любого государства – это обеспечить материальными, социальными, правовыми благами для этого народа. И вот моя цель в этом и заключается. Поэтому никакого противоречия в том, что я обвиняю действия Запада, называю их неправильными. Хотя, наверное, мне нужно делать это поменьше, чтобы на нас обратили внимание. Потому что любой американец, англичанин, который послушает, что я говорю, он скажет: зачем нам это нужно? Не надо им помогать, вот они какие. Но я знаю, что там есть люди, которые признают свои ошибки, знают, что они поступили не очень хорошо. Они об этом говорили, понимаете? Они сами в закрытых своих собраниях, совещаниях, конференциях это обсуждали. И все не хотят в этом участвовать. Никто не хочет брать на себя эту ответственность. Но, например, министр внутренних дел Германии, ныне покойный Шобле, он сказал, что он ошибался, что чеченцы никакие не исламисты, никакие не исламские террористы. Это борцы за свободу, вели свою борьбу. Да, мы мусульмане, но и все в мире разных конфессий ведут борьбу за свою свободу и независимость. Поэтому, может, мне нужно говорить поменьше, но мои провокаторы некоторые вынуждают меня это говорить, проверить, насколько я объективен и независим. Но и, опять же, донести до молодежи и до украинцев, я вынужден это говорить. Но так как это правда. А правду мы будем говорить. Не будем мы с вами воевать. Я знаю, что мы не будем, Кротон. Это я так, на всякий случай сказал. Поэтому, если не будем, то до моей смерти я ваш. Навеки ваш, как говорится. Так, давайте дальше. Аслан, доброго вечера. С чего вы подумали, что будете воевать с нами? Нет, не будем. Я так, к слову. Не будем, конечно, ни в коем случае. Многие из вас сейчас воюют рядом с нами. Очень сильные бойцы. Я знаю, Круатон, я знаю. Честь им, хвала. И им, и всем, кто сейчас сражается. Без вас, как говорил Джохар, Джохар говорил своим солдатам, своим командирам, бойцам, говорил: без вас нас не было бы. Так вот, без вас нас всех не было бы. Вот в этом состоянии, в котором мы сейчас находимся. Слышал, как в Копенгагене, как Иса Мунаев молодым сказал: воинов Ичкерии нет места для слабости. Да, совершенно верно. Чеченцы молодцы в Украине. Спасибо, ребят, спасибо, что так говорите. Спасибо этим чеченцам, которые так себя зарекомендовали в ваших глазах. Спасибо вам всем. Мы победим. 100%. Украина приняла это сегодня, потому что у нас во власти были московские агенты и враги нации. Да, большому сожалению, это правда. Так, свободу Ичкерии, слава Украине. Героям слава. Народ, который не умеет бороться, так, куда это делось? Народ, который не умеет бороться, обречен на существование в зависимости. Джохар Дудаев. Первый раз это слышу. Но согласен с этим утверждением. Так, давайте почитаем в ТикТок, что у нас написано. В YouTube мы уже прочитали. Аслан, ты говоришь,
Так, это уже было. Слава вильным народам, Путлер капут, Львов уа. Амин, амин. Героям слава. Слушаю с удовольствием. Вижу дебильные комменты, видимо, из Рашки. Да, для нас и в ТикТок, и в YouTube выделяются специальные зондеркоманды троллей. Вы даже не представляете, сегодня они не такие активные. В YouTube они такие активные бывают. У меня... Вот обратите внимание, помните, вот своим зрителям, которые раньше смотрели, помните, как они там матом крыли, вот все просто забивали весь эфир, они там заходили толпами и там это все делали. И у нас по 300-400 тысяч просмотров каждый стрим бывал. 1500, 2000 у нас зрителей бывало. Они раскручивали таким образом наш стрим, понимаете? Им нужно было меня как бы оскорбить, как-то задеть, посмотреть на мою реакцию. Но одновременно с этим они таким образом раскручивали. И если бы вы были бы такими активными, как они, то наши стримы везде бы слышали бы и видели бы. Но в основном вы у меня не активные. Я имею в виду не те, кто в Рашке или в Ичкерии находится, а те, кто за пределами. Так что наматывайте, как говорится, на ус. Слава полку шейха Мансура из Сиэтла. Арнасар Пикчер. Героям слава, героям слава. Слава Украине, героям слава, Мамед. Героям слава. Суджа Украина. Полностью согласен, Дмитрий. Я думаю, Суджа уже останется за Украиной. Не позорь чеченский народ, говорит. Да мой чеченский народ мной гордится. О чем ты говоришь, не позорь. Тебе денег не дадут больше немцы. Ты их предателями назвал. Да? Ну, денег-то мне и так не дают. Но я предателя не назвал, нет. Я назвал принципы, они предали свои. Это я говорил. Дабиерсби туам тхоцаду эрзердер. Смотри, туам дабиерзер боуш бахчон. Шу келар доулитер доуш дахчон. Шу мэтага вы очень сильно ошибаетесь, если думаете, что сейчас все закончится, сейчас будет перемирие и так далее. Не будет никакого. Перемирие на какое-то время может наступить, война не закончится, пока Россия полностью не будет обескровлена. Понимаете, здесь слишком много сделано и слишком много делается. Дальше продолжается делать, чтобы сейчас отступить. Уже никто не отступит. Никто. Даже если весь мир отступил бы, а он не отступит. Потому что он больше, чем украинцы заинтересован. Понимаете? Потому что они знают, что будет после этого. Потому что если Украина потерпит поражение. Но даже больше всего этого мира украинцы не отступят. Понимаете? И все, кто там сражаются. Поэтому это невозможно, просто невозможно. Россия должна понести колоссальные, сокрушительное поражение. И она понесет его 100%. Так что уходите, сдавайтесь, переходите на сторону Украины. Ни в коем случае не ведите эту войну. Дейлер Саламаш Хурборс. Ой, Маш. Аслан, как думаешь, Россию могут выгнать из Совета Безопасности и вместо него взять, например, Германию? Я думаю, что это нужно сделать. И хотелось бы, чтобы именно Германия вместо России заняла это место постоянно член Совета Безопасности ООН. Но вообще-то, мне кажется, нужно изменить само ООН и немножко переформатировать все это дело. Потому что, мне кажется, ООН очень несправедливая организация. Ну, очень просто.
вопиюще несправедливое. В нашей борьбе важна не только победа, но и честность и достоинство. Откуда вы берете эти выражения? Я не слышал. Кто ты, воин, говорит. Воин. Я король, царь России. Просто царь России. Гурдовой. Мега Дуканок. Поставил лайк, спасибо вам. И вам, РМ, и вам. Так, мы уже час больше. В нашей борьбе важна не только победа, но и честность и достоинство. Так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь по новостям. Смотрите, Дональд Трамп решительно подтвердил планы купить сектор Газа. Я намерен купить Газу и владеть ей. Что касается ее восстановления, мы можем передать это по частям другим государствам на Ближнем Востоке. Другие люди могут сделать это под нашим покровительством, но мы намерены владеть ее, забрать ее и убедиться, что Хамас не вернется. Возвращаться некуда, это место под снос. Оставшееся там будет снесено, сказал он журналистам на борту президентского самолета. Отпущенных террористами Хамас израильских заложников он назвал будто бы пережившими Холокост. Не знаю, как долго мы сможем это терпеть, пригрозил республиканец. Он уверен, что убедит арабские страны принять палестинских беженцев из Газы, а им самих добровольно покинуть сектор. Они не хотят возвращаться в Газу. Если бы мы могли бы дать им дом в более безопасном месте. Единственная причина, по которой они говорят о возвращении к Газу, в том, что у них нет альтернативы. Когда у них будет альтернатива, они не захотят возвращаться в Газу. На встрече в Каире 1 февраля глава МИД Египта, Иордания, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар отвергли предложение Трампа о перемещении жителей сектора Газа в другие арабские страны. Ну, я считаю, конечно же, если это их земля, их, конечно же, ни в коем случае и насильно изгонять нельзя. Но то, что он говорит, это нужно смотреть не как на переселение или там депортацию, а на то, что люди реально находятся на улице, и месяц февраль, как мы знаем, и тяжело людям и так далее. Все это нужно восстанавливать. Но, в принципе, если люди не хотят уезжать, насильно их переселять нельзя. Это запрещено. И еще вам хорошая фраза от Вуди Аллена. Порядочность и честность – слишком дорогие подарки, и не стоит их ждать от дешевых людей. Ну и, конечно, вчерашняя новость, которая тоже, я могу сказать, что Радио Свобода и Голос Америки и Настоящее время, в принципе, неплохо подают информацию. Хотя там разные залетные такие непонятные товарищи появляются, и хотя они вроде бы подчищают свои эфиры, там как-то пытаются более-менее это делать хорошо. И вот что сказал Илон Маск. Призвал закрыть Радио Свобода и Голос Америки, обвинив медиакорпорации в трате средств налогоплательщиков. Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая $1 миллиард в год из средств американских налогоплательщиков, написал Маск в соцсети X. Да закройте их, больше их больше никто не слушает, добавил он. Как отметило агентство Associated Press, за 3 недели с президентской инаугурации 20 января Маск, стоящий во главе созданной Дональдом Трампом структуры Доджи, успел погрузиться в работу Федеральных агентств США. При этом он сам избегает общественного контроля за своей деятельностью, не отвечает на вопросы журналиста и не посетил ни одного слушания в Конгрессе США, а также не проходил длинную процедуру утверждения американскими законодателями. Вот такие вот дела. Радио Свобода
я думаю, у нее тоже будут проблемы. Радио, знаете, есть такой Юрий Безменов. В 93-м году, по-моему, он от сердечной недостаточности умер. Но в 70-х годах он перешел на сторону США, в Америку сбежал. Это был пропагандист, КГБшный пропагандист, который очень много, вот сейчас вы, наверное, видели, появляются сейчас видео его старые. И он говорил, что для того, чтобы посетить в Америку, они под прикрытием журналистов ТАСС внедрялись на Западе и вели свою разведывательную диверсионную деятельность под видом журналистов. У меня сложилось острое такое впечатление, что теперь уже под ТАСС косить не очень удобно, что именно под видом Радио Свободы, журналиста Радио Свобода, люди внедряют, российские спецслужбы внедряют своих людей. Мне кажется, это рассадник просто российских агентов влияния. Я, конечно, могу ошибаться, но очень похоже, что я прав. Я думаю, так. Так, сейчас вернемся к комментариям. Пусть Трамп тебе даст деньги. Просто так денег никому не дают, Конинг. И для того, чтобы оставаться независимым, деньги ни у кого лучше не брать. У меня есть все возможности просить деньги. У меня есть организация, счет, все у меня готово. И мне дадут, и в Германии дадут денег. Не на мои какие-то там хотелки, а для работы. Но я не прошу. Может, попрошу, но пока нет. Вопрос не в тему, но такой вопрос. Жили ли в Чечне беженцы с 92-го года, ингуши с пригородного района? Читал, что ингуши пишут, что их не было, и чеченцы не помогали им. Точно вопрос не в тему. Чеченцы помогали своим братьям ингушам и воевали в пригородном, и помогали, как и ингуши, нам. Поэтому это все пропаганда. Чеченцы продадут Трампу сектор газа. Он ведь хочет купить. Как могут чеченцы продать то, что им не принадлежит? Братан, кто владеет информацией, владеет миром. Да, совершенно верно. Абсолютно так. И на первый взгляд кажется, что вот мы проводим стримы, там всего лишь там говорим, ничего не делаем там и так далее. На самом деле мы делаем большую работу. Мы оказываем большое влияние на людей, объясняя им, рассказывая им, разоблачая. И это большая сила, это мощная сила. Именно поэтому пытаются не то, что я говорю, опровергнуть, а меня самого запачкать, сам источник информации дискредитировать. Не информацию, которую я даю, а меня там каким-то там назвать. И сколько они спецопераций придумывают, чтобы меня там запачкать, дискредитировать и так далее. Очень много, да.
Так, выш сун, позитив, елла, тхане, негатив, тхана, негатив, покинуть страну, легализовать, муирер, ти, о, ишар. Ну, напиши мне на WhatsApp, напиши. Уже у меня сегодня очень много было звонков, сейчас все активизировались. Вообще, я думал, уже про меня забыли, но сегодня и вчера, и на прошлой неделе очень много начинает поступать звонков. Сейчас я понимаю, большая проблема, и этот вопрос, будем сталкиваться еще не раз. Ну, в любом случае, вы должны понимать, я правозащитник, я могу консультировать, подсказывать, где-то писать от себя какие-то документы, но в любом случае вам нужен местный адвокат, который имеет статус адвоката, который имеет право представлять вас в суде, это обязательно. Я могу только дополнять и подсказывать, и консультировать. А так, напиши мне на WhatsApp. Завтра можем поговорим. Сегодня у меня еще очень много писать. Наверное, до глубокой ночи буду еще писать. Как-то так. Краснодар это Арцах. Арцах это 44. Это чеченцы, которые воюют за Рашу, делают большой грех. Да? Да. Я всем братьям скинул фото твое, но ты, шайтан, за границей, найдем и там, не переживай. Алексей, ну зря ты стучишь на меня. Ну зачем ты мою фотографию распространяешь? Никто же меня в лицо не знает, а ты взял и спалил меня. Ну кто ты после этого? Не ожидал, конечно, что ты такой подлец. И вообще, Алеша. Как можно ребенка Алешей назвать? Ну, вообще, да. Стукачи просто. Собрались здесь одни. Сфоткал еще. Ты еще ФСБ напиши про меня. Тоже мне, да. Леша, да. Так же нельзя. Нормально общались, взял и стуканул. Вот гад. Ахмад Силас. Силас, Ахмад Силас. Чеченцы только для чеченцев. Кто на русской работает, кто на американцев. Одно чеченское дело делаете. Чеченцы только для чеченцев. Кто на русской, кто на американцев. О, как ты заговорил, оказывается, конунг Белорус. А что тебе американцы сделали? Русские убили 300 тысяч наших людей. Это только за последние вот эти 2 войны. А сколько американцы убили чеченцев, не знаешь? Зачем в один ряд ты ставишь чеченцев, и русских, и американцев? А? Тот, кто работает на Америку, он ни в коем случае не равен тому, кто работает на русню. Понимаешь? Дигду дерес хил хавелан, дерес масернахер. Валейк салам, Рафаэль. Валейк салам, ССС. Никто не видел никогда, и тут решил и сдал. Да, не говори, взял просто так. Ну, Леша просто. Алеша. Ну, что еще от Алеши можно ожидать? Стукач. Просто взял и слил меня. Всем своим друзьям фотку сделал. Ну, вот мерзавец самый настоящий. Как так можно? Ну, ты провокатор, говорит Вик. Ну, не такой уж, чтобы вообще такой, чтобы провокатор. Ну, немножко, если только. Хорошо? Салам всем свободным людям. Салам, брат Аслан. Ва алейкум ассалам, Эд. Витаю тебя, дорогой.
Как ты поживаешь? Американцы это гарант демократии. Они развалили СССР, напали на чеченцев под флагом Роа Власова. Да? А я думал, на нас КГБ напало, ФСБ напало. А вот когда не было Соединенных Штатов, кто на нас нападал? Вот мы больше 300 лет воюем. Американцам, государству американскому где-то около 250. Кто вот эти 50-70 лет до этого с нами воевал? Радно, с первого дня основания Америки они на нас напали. Кто напал? Не подскажешь? Зачем вы прячете ФСБ и бандармию России за американцев, за там европейцев, там, за кого-то еще? Зачем вы это делаете? Зачем? Если ваш враг, многовековой враг является фашистская Россия, то зачем вы это делаете, если вы не работаете на эту Россию? Объясните мне. Эльчин Сеидов, я азербайджанец. Азербайджан, приветствую тебя, Рафаэль С. Так. Что здесь случилось? Ты тут этого... Забанил ты его? Заблокировать этого антисемита. Твое фото уже в Ахмаде у всех братья. Черт. Вот. Я так и знал. Я сегодня утром, когда проснулся, тут чувствовал, что-то плохое произойдет. Вот взял всем вот слил. Ну, Алеша, ну ты мерзавец. Ну как ты мог? Я же с тобой нормально разговаривал. Взял всем слил. Ты не мог бы еще ФСБ отправить мое письмо? Мою фотографию? Можешь отправить? Отправь, сделай скриншот. На. Чтобы, ну, потом перемотаешь, сфоткаешь. Хорошо, чтобы они хорошо увидели, разглядели. Это лично им от меня привет. Так, мир и радости вам, каждому живому сердцу человека. Спасибо, Ильич Азманян. Спасибо. Вот он ты какой, конунг белорус, да. Александр Алексеев, если вы из России, вы себя подвергаете угрозе, написав такие комментарии. Вы будьте осторожны, ваша безопасность в ваших руках. Вы находитесь в очень уязвимом состоянии, уязвимом месте вы находитесь. Это демократы напали, говорит, с Ельциным во главе. Ах, точно, это же демократы были. Ага, точно. А не помнишь, кто там возглавлял вот это все дело? Слушал Гарри, он приравнял ФРФ и КГБ к нацистам, и их надо вылавливать по всему миру. Я думаю, должен быть суд и осудить фашистскую Российскую Федерацию и КГБ и признать их террористической организацией. И должны всех КГБ судить. Именно так это, абсолютно точно так. Полностью поддерживаю. И уже сколько, 5 лет об этом кричу. God bless America. И слава Украине. И все будет Ичкерия. Ам Израиль Хай. Живе Беларусь, вива Грузия. Как ты не понимаешь, говорит мне, русские это огромная армия, и лучше есть чеченцы будут ее руководить. Конечно,
Только почему-то вы, когда вы присягаете Русне, называете себя пехотинцами. Вот я не могу понять, как пехотинцы будут огромной русской армией руководить. А дулю вам они не показывали, как вы будете руководить этой армией? Вы там думаете, русские дураки все или все мертвые лежат, и вы ими будете руководить? А? Пока вас ФСБ использует, вашего Кадырова там назначили, да, подтянули на самый верх за всю историю противостояния чеченского народа и имперской фашистской России, в первый раз на такой уровень поднят чеченец русскими. Представьте, насколько он должен быть лоялен и как он продался им, если его так высоко подняли. Но как только он отпустит руку Путина, все вернется на свои места. Не будет никаких супер крутых руководителей, как там один говорит, пехотинцы, мы будем управленцами. Не врите. Вы поедете в Россию, будете жить в России, и там будете руководить их армиями, там, ихними полками там, и так далее. Но мы от вас чисты. Вы не из нас, мы не из вас. Идите с Россией, живите, что хотите там делайте, что угодно, создавайте свое казачество, кто там, псы государева там становитесь. Вот ваша участь. Максимум не командовать там русской армией, да, дадут там генерала, дадут там должность, даже министра обороны дадут там Евкурову какому-нибудь, и там какому-нибудь Алаудинову, вполне возможно. Но вы все равно останетесь пехотинцами ФСБ. Русского ФСБ. Понимаете? Поэтому не надо ни себя, ни нас обманывать. Поверьте, нету никаких шансов. Ни у России быть снова великой, мощной, как она мечтала стать, как Советский Союз, ни у вас руководить ими. Понимаете? Вы для них чужаки. Посмотрите, как ваш этот генерал каждый стрим или каждое свое видео, как он оправдывается. У меня командиры русские, у меня командиры татары, у меня командиры там дагестанцы, всех национальностей у меня командиры, говорит. Мы там самые интернациональные, самые русские, из всех нерусских самые русские. А что ему пишут? Чурка и так далее. И то он сейчас нужен, сейчас используют, сейчас они там на острие находятся. И все, и как ему приходится оправдываться? Его даже, его отец погиб за Россию, его дядя погиб, его брат, по-моему, тоже погиб за Россию, убивая чеченский народ. Он сам сидит на Америку, на всех, на Украину, на всех гонит, сидит. И у него нет никаких шансов выжить после всего этого и остаться на свободе. И все равно его там гнобят. Чечен. Представьте себе. А если у вас никто не погиб, защищая Россию, убивая чеченский народ, как вы думаете, вас русские примут? Вот что значит быть с Россией. Вы их даже не знаете, они никогда вас не примут. Если они вас принимают, они автоматически перестают быть русскими, понимаете? Это генетический код, это их скрепа. Антисемитизм, чеченофобия, американофобия. Без этого русский не русский, понимаете? Единственный косяк Америки в том, что она попадалась на уловки русских, веря русским сказкам о злых чеченцах. В Америке до сих пор чеченцев, воевавших против России, кое-кто считает террористами. Да, совершенно верно, это есть. Это есть. И в том числе наше упущение, что мы позволили вот, информационно. Вот у нас был главный вот, рупор Маулади Удугов, Кавказ-центр, который вот нас и подвел под это. Закаев только с повязкой, там Кремль заходил там где-то, а и в Дагестан он там организовывал штаб там нападения и так далее. Это, конечно, всю свою жизнь он прилагал усилия, чтобы чеченское сопротивление уничтожить. Но то же самое делал Маулади Удугов. Маулади до сих пор антисемитизм там просто махровый. И вся турецкая агентура тоже также себя махровым антисемитизмом покрыла. Поэтому мы сами виноваты, если честно. Упустили информацию, в том числе, не только мы одни, конечно же. Упустили мы этот момент, да? Упустили.
информационный фронт это, наверное, не менее важно, чем военный фронт. Господи, благослови Америку. Дональда Джоновича активно помогает Израилю в борьбе с исламистами. Аллаху Акбар, говорит. Ну ты все тут перемешал. Слава, слава, да. Свободу чеченскому народу от Кадырова, говорит. Александр Алексеев, так мы не оккупированы Кадыровым. Мы оккупированы фашистской Россией. Знаете, вот то, что вы говорите, очень похоже, как если бы сказать свободу украинскому народу от Пушилина. Да? Вот так это выглядит. Кадыров это никто. Понимаете? Кадыров это гауляйтер, это управляющий, поставленный оккупантами. Ты с Кадыровым делаешь одно дело, за родину оба, ну по-разному. А нет, я не делаю с Кадыровым одно дело. Я понимаю, что вы потихонечку хотите меня пристегнуть к этому делу, потому что у другого вы больше ничего найти не можете. Я против того, чтобы на чеченской земле снова была война. Ну, это Кадырову тоже это не нужно, потому что его окружению, Кадыров-то, может быть, будет выведен своими хозяевами, а вот его окружение будет зачищено. Под ноль просто будут срубать головы. Готовятся к этому, готовятся. Поэтому ни в коем случае я с Кадыровым делаю не одно дело, потому что Кадыров не за чеченский народ. Кадыров против чеченского народа. Кадыров кормится за счет чеченского народа. За счет имени воинов чеченцев и чеченских пассионариев, которые подняли борьбу за свободу своего народа. Я же хочу, чтобы у нас не было войны. Вот в этот момент мы немножко совпадаем в этом моменте. Им нужно выжить, а мне нужно, чтобы чеченский народ выжил. Вот и все. Я не получаю ни одной копейки, я свои деньги трачу. Я за последние 10 лет, как сюда приехал, я потерял все, что у меня было. Я потратил все, что было, и так далее, и так далее. И мне вот донаты там некоторые мне давали, и больше никакой поддержки нигде ни от кого не было. В отличие от миллиардера Кадырова, который только деньгами интересуется. Плевал он на чеченский народ, понимаете? Плевал. И он это 100 раз доказывает. Это сейчас ему нужен чеченский народ. Сейчас он начал говорить про чеченский народ чуть-чуть лестные слова. А раньше он этого не говорил. Наоборот, очень даже унижал. Его ФСБ унижало, конечно, но он все брал на себя, как ширма. У меня жили 3 чеченки, и их мальчик рассказывали страшные вещи. У беременных вырезали младенцев, кидали свиньям. Да, Лида Евгения? Абсолютно так. То же самое было в пригородном районе в Ингушетии, когда русские начали геноцид ингушского населения. То же самое делали и у нас, да, это было. И поэтому я вот сижу здесь, потому что я не согласен замолчать и забыть это. Я буду об этом говорить. Зайдет украинское солнце. Да, Бандера, совершенно верно. Да вы посмотрите, что так называемые русские делают со своими же русскими в Курской области. Совершенно верно, Лукоч. Когда они сейчас поударили по интернату, да, когда, по-моему, они ударили, комментарии, помните, какие были? А? Вот и все. Это не мы, а если да, даже если мы, ну там внизу находились украинцы, поэтому мы были вынуждены. Конечно, им плевать, да не нужно далеко ходить. Ну,
сейчас смотреть на это. Можно вспомнить, как Путин к власти приходил. Он взрывал своих же русских. Метро, троллейбусы, переходы, вокзалы. И, конечно же, кульминация взрывы домов. Это все же мы видели. Это мы все видели. Да кому ты нужен, а за подстрекательство тебя найдут. Да нет, никто не знает. Он, Лёшка меня сдал, правда. А так больше никто не знает. Не говори никому. Не пали контору. И знаете, почему он худой? Говорит, потому что Гольц плохо кормит, работать не хочет. Ну не Гольц вообще-то, а Шольц. Это тебе лично чеченский народ заявил. Как сказал великий Остап Бендер из 12 стульев, за границей нам поможет, Запад нам поможет, говорит Гор. Да. Аслан, почему Германия слабо помогает Украине? Ну, я тебе скажу, не слабо. Не слабо. Добрый вечер, с меня лайк и подписка. Добрый, витаю вас, спасибо. Я понял мой вопрос без ответа. Сейчас, подожди, я тут в ТикТок читал, сейчас я почитаю твои. Ты имеешь в виду, когда Кадырова мы там скинем и так далее? Так я уже объяснял. Как вы относитесь к тому факту, что 8 стран признали боевые действия РФ против Украины геноцидом украинского народа? Я полностью разделяю это мнение и считаю, что геноцид был не только на деле, но и в самом начале был декларирован самим президентом фашистской России Путиным, когда он сказал денацификация, то есть лишение украинцев украинской идентичности. Это прямой отсыл нас к статье о геноциде. Лишение украинцев по этническому признаку жизни, убийство украинцев, массовое убийство. И об этом он прямо сказал. Когда начинал, был, конечно, орлом. Сейчас превратился в попугайчика, да он. Они вчера по казачьей Лопане авиаудар нанесли. Ясно. Из всех, кто участвует в этом эфире, ты единственный, кто все еще удивляется. Да? А чему конкретно? Что ты имеешь в виду? Нет, сейчас, смотрите, 23 февраля, сейчас нужно провести какую-то акцию, и чеченцы не поддерживают Закаева. И то, что они никогда не звали ингушей, сейчас, а здесь много живет ингушей, в том числе и пророссийские агентуры, которые под видом сюда беженцев засланы, как и чеченцы здесь.
И сейчас вот эти деятели начали активно говорить с ингушами мы должны, с ингушами. Так Ингушетия, это же Российская Федерация была, и мы всегда, да, нас вместе выселяли, чеченцы, ингушей нас не делили, уничтожали всех. Но мы всегда выражали и соболезнования друг другу, и по этой трагедии всегда мы вместе отмечали этот день. Но мы, как независимое суверенное государство, сейчас не отмечаем День траура. Еще в 1994 году Джохар Дудаев сказал, что мы больше не будем оплакивать. Мы назовем это Днем Возрождения чеченского народа. И сейчас для того, чтобы показать миру картинку, что Закаев и его окружение очень много людей собирает вокруг себя, им нужны ингуши. Потому что чеченцев не хватает. Чеченцы, даже те, кто поддерживали Закаева, они все отошли от Закаева. Никто Закаева не поддерживает. То кроме вот этого круга его, который есть там, конечно, может быть, еще кто-то остался, кто обманут, но в основном это уже люди, которые уже себя в историю вписали навеки. Навеки они все на видео там и так далее есть, на фото, на видео, и это все потом будет вспоминаться, и они будут сожалеть о том, что они сейчас всем этим занимались. Поэтому им нужны сейчас ингуши. Поэтому. И, конечно же, придут ингуши, которые работают на русню, придут, кто-то не в курсе придет, обманутый придет, чтобы там вместе с чеченцами посидеть, там пообщаться, там там соберемся туда-сюда, бог там что. Поэтому именно для этого они собирают и материалы про геноцид там и так далее. Это делается, чтобы завлечь ингушей, понимаете? Для ингушей это очень болезненный вопрос. Геноцид 92 года. И сейчас вот якобы вот там чеченцы занимаются своим вопросом, и сейчас нам вот помогут и так далее. И ингуши придут, там будут на эту тему говорить. Они ищут точки соприкосновения с ингушами, чтобы их собрать. Такие же кавказцы, такие же войнахи. И на этом фоне будет незаметно, что Закаева не поддерживают чеченцы. Закаева, Кутаева, россиян, все, кто работает на Россию, чеченцы не поддерживают. Еще раз и еще тысячный раз говорю, эти люди работают на Россию, на Кремль, на свой личный карман. И всегда этим занимались. Всегда. С первых дней своей вот этой деятельности. Понимаете? Поэтому и ингушам говорю, и всем чеченцам говорю, не идите на поводу, не поддавайтесь на это, не дайте себя использовать. Не дайте. Вами хотят попользоваться, не дайте собой попользоваться. Так. Аслан, вітаємо, Україна. Сокол, вітаю вас, дорогой, вітаю. Слава Україні. Так. Псы государева, да? Псы государева. Так. Сила в правде пишет, не поддавайтесь на мои провокации. И у него ник Сила в птичка правде. Объяснить мне, вот ты хотя бы, ты вот у себя поставил, в себе поставил.
почему вы ведете русскую империалистическую войну по захвату главного исторического для вас, главного исторически важного для вас государства, народа Украины, Киева, и ставите латинскую букву В и латинскую букву Z. Объясните, в чем прикол? Я не могу понять, почему вы ненавидите все, что связано с Западом, и ставите у себя вот этот значок, вот эти буквы В и Z. И можешь объяснить? Почему не на русском языке В, не на русском языке З? Очень важно объяснить. Не могу понять. Не могу вообще, вот напрочь не могу понять. Как это? Ваша сила в чем, говорит блогер? Моя сила в правде. Только она и ничего больше. Есть шанс всем странам, на кого нападала Россия, с всех сторон шарахнуть этих дикарей, чтобы сравнять все с болот, эту рашистскую живность. Ну, нельзя опускаться на их уровне, их называть живностью, животными, тараканами, насекомыми и так далее, как они это делают, Алин. А во-вторых, с удовольствием, Алин, с удовольствием все готовы жахнуть. Ну, давайте тогда равные условия будут у всех. Дайте оружие, вооружение и все остальное, что дается Украине. С удовольствием. Просто этого мы же не видим, что никто ничего не дает. Давайте жахнем, давайте жахнем. Мы об этом, знаете, мы уже 30 лет об этом кричим. Давайте жахнем. После нас будет Грузия, после будет Крым, Украина. Наш Джохар об этом кричал. Ну нет. Все молчали, а геноцид шел, 20 лет, 10 лет, 20 лет, уже 30 лет прошло. Для вас сообщаю, говорит, при начале СВО буквы Z и В это значение на технике знаков принадлежности к округу. Если не образован, чего лезешь, куда не просят. Ничего я не понял. А почему у вас на латинице, я спрашиваю? Вы же все западное ненавидите, у вас все русское, вы все русские западные слова пытаетесь исключить. Там останется щи-да-лапти, правда? Ну ничего, щи-да-лапти тоже нормальные два слова. Но причем здесь буквы Z и V на латинском языке? Почему нельзя округа, там, направления? Я понимаю, что это какое-то у вас обозначение идет. Но почему на латинском языке? Можете объяснить мне? Хочешь, рекламируй остров Бога в Витебской области, где родовое гнездо Рюрика. Ты куда-то тебя не туда понесло, братан. Если Чечня поднимется сейчас против России, нас кинут под поезд и никто не поможет, кроме как маленького количества представителей молодежи с Кавказа. Да, совершенно верно. Этого я и не хочу, чтобы произошло. Кто хочет воевать, они давно уже в Украине, сражаются, живут там и так далее. Поэтому в Чечне я категорически против поднял. Мы находимся в заложниках. 150-тысячная российская армия до сих пор находится как внутри, так по периметру Чеченской Республики Ичкерия. Нас они отпускать не собираются. За нас они держатся очень сильно. Поэтому сейчас призывать кого-то, нет, ни в коем случае, я этого делать не буду. Если кто хочет, я не боюсь, я ничего не стесняюсь, как вы это уже, наверное, давно заметили.
Тот, кто хочет, может спокойно собраться, ехать в Украину и бить этого орка сколько в душе угодно просто. Если кто-то хочет начать там поднять восстание там и так далее, есть Казань, есть Москва, есть Санкт-Петербург, есть там Уфа, много и национальных республик, и российских республик, которые можно вполне пойти повоевать, хорошие места. Москва отличное место для войнушки, там и метро есть, где там от бомбардировок прятаться. Дома очень такие хорошие, такие, ну, где хорошие, где не очень. Поэтому воевать можно там. В Чеченской республике ни в коем случае воевать нельзя. Мы находимся в заложниках, мы оккупированы, у нас народ находится в тяжелейшем состоянии, оружия нет, агентура сплошь, ну, короче говоря, ни денег, ни финансирования, ничего. И самое главное, люди просто закрыты в себе. Это просто как вот ССС пишет, бросить под поезд просто. Для чего? На 5 минут, чтобы поезд тормознулся, и все? Нет, спасибо. Мы 20 лет сдерживали Россию. 20 лет. Сырский, Зеленский, Залужный. Это все люди, благодаря появились эти люди с этим мировоззрением, что мы 20 лет сдерживали. И они росли в свободном украинском обществе. У них появились свои мечты, свои видения, свое представление о своей стране. И нам никто не помогал. Были украинцы 10-15 человек, 12 человек, если быть точнее. Но с той стороны было на порядок больше. Но это другая история. Как-то так. ЗТВ – это подстава, дабы каждый символ в себе содержит определенную энергетическую последовательность. Вот я не могу понять, зачем на латинице? Ну вот смотри, Анжела, ты меня оскорбляешь. Я тебе просто вопрос задал. Я понимаю, что тебя обманывают. Понимаешь, тебя дурят, вас сжигают в огне каждый день по 1500 убитыми и ранеными. У вас, ваши потери. Верите в это или не верите, это уже ваше дело. Вы прекрасно сами знаете, кто в теме находится, что большие, колоссальные у вас потери. Вас в огне сжигают, вы не понимаете, за что вы воюете, вы за деньги воюете, вам по 5 миллионов, по 7 миллионов, там, по 3 миллиона обещают дать. Понимаешь? И моей вины в этом нет. Ваш Путин взрывал ваши дома. Понимаешь? И сейчас он развязал войну, чтобы ФСБ стало новым дворянством, неодворянством. С настоящей историей из Киева, с Киевской Руси начинающей. Понимаете? Украинцы просто с этим не согласились. И все. Вот и вся эта война. КГБшники хотят, наворовав за 75 лет, за 3 поколения, накопленные нашими отцами, дедами, прибрали к себе все к рукам и теперь хотят на законных основаниях передавать это своим детям. То есть наследство передавать, награбленное. Первое, они награблены, а если передать наследство, это уже законные деньги. Понимаешь, это все, наследство их законное. И они хотят это все легализовать. Для этого им нужно стать дворянами, чтобы на законных основаниях передавать. А вы-то как были холопами, так ими останетесь. Для этого нужен Киев. Он, Гиркин, это прямо говорил. Если не взять Киев, никакого неодворянства не будет. Это симулятор будет. Хочется же по-настоящему. А где-то там 1 миллион русских, там, россиян погибнет, или 5 миллионов погибнет. Ну ничего страшного. Зато новое дворянство появится, новая империя. Вот для чего все это делалось. Сейчас, правда, это отложили на неопределенное время. Но вот в этом и суть. А вы меня обвиняете, меня оскорбляете. Я при чем здесь? Я что ли вас на эту войну посылал? Я что ли ваши планы разрабатывал по нападению на Украину и так далее, по восстановлению вашей империи?
Просто вы, дураки, даете себя обманывать. А я вам объясняю, что вас обманывают. Но вам проще меня убить или оскорбить на крайний случай, чем поверить в ту правду, которую говорю. Понимаете? Трампа нам предлагаешь? Нет, я вам президиум правительству предлагаю. Их дети уже во власти, начиная с детей Путина и так далее. Да, конечно, Патрушевский, 2 сына уже давно в теме, один уже министр давно сельского хозяйства. Миллиардеры, просто ФСБшники, это миллиардеры, это олигархи. Они вначале они там оформляли на подставных там людей, а теперь они уже все к себе в рукам. Зачем нам нужны подставные какие-то люди, которые общак держат? Чаще всего евреи. На Западе удобно их использовать. Вот, теперь их все уже. Они не нужны. Новые дворяне должны сами иметь свои миллиарды на своих счетах. Как-то так. Вы не ответили, за что вы воюете, кто вас спонсирует. Русня спрашивает. Ну, Русня, меня никто не спонсирует. Я абсолютно независимый, свободный человек. Воюю я в информационном смысле за права своего народа в частности и в права в целом, права человека. В частности, это касается Украины. Ну вот, я здесь и ответил. Так, мы уже 2 часа в эфире, друзья. Да, народ зомбирован, это правда. Друзья, на этом я свой стрим закончу. Завтра у нас будет стрим на чеченском языке с Аядом Идиговым, сопредседателем президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Всех ждем. Всех ждем. Ну и как обычно, все вместе. Все будет Ичкерия. Слава Украине. God bless Америка. Ам Израиль. Хай. Вива Грузия. Живе Беларусь. Алга Казахстан, ну и все остальные, которых уважаю, и Азербайджан, Алга. Все, друзья, всего хорошего. До завтра. Адикюэль, маш оль, бюсде